теплее бывает только летом. Бабье лето. Мы пользуемся моментом. Последний осенний месяц удивляет погодой. На 5-6 градусов суточная температура среднесуточная выше нормальных значений. Какой рекорд нас ожидает в ближайшее время? Поинтересовалась Ирина Васильева. Как не проиграть в рукопашном бою? Навыки, которым нужно обладать, если хочешь стать военным. Тактика, военная медицина, инженерная подготовка и ВДП, воздушно-десантная подготовка тоже есть. Чему научились татарстанские ребята у курсантов Центра спецподготовки? Расскажет Арина Тыринова. Любовь с первого взгляда существует. Активно влились в семейную жизнь, весело и дружно жили и решили потом детей завести. Это доказала многодетная семья Фазылзяновых. Как настроить семейный оркестр с родителями и их детьми, познакомилась Вероника Гайнудинова. Об этом и не только расскажем в ближайшие полчаса. Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана в субботу, в студии Елена Зинатуллина. В Татарстане близятся к завершению масштабные дорожные проекты, в том числе федерального значения. Ход работ регулярно инспектирует Рустам Минниханов. Сегодня Раис во второй раз за этот месяц оценил объемы строительства обхода Нижнекамска и набережных Челнов на М7 «Волга», а также скоростной дороги Алексеевская-Альметьевск. Ранее он посещал и стройплощадку второй очереди Вознесенского тракта. По масштабам дорожного строительства этот год точно войдет в историю Татарстана. Когда завершатся большие стройки, расскажем в репортаже. Так, как обстановка? Что изменилось всего за пару недель, видно сразу. Рустаму Минниханову показывают кадры от 10 ноября. Сам он приезжал сюда 6-го. Вот еще пролетов не было у нас смонтировано. Ага. Сегодня вы проехали уже. Как доложили Раису, есть небольшие отставания по литому асфальту, но срок окончания масштабного проекта определен четко – 12 декабря. Рустам Минниханов подчеркнул, поставлена государственная задача – строительство обхода Нижнекамска и набережных Челнов с мостом через Каму – важный федеральный проект. Здесь молодцы. Но Марат Шакизянович я слово дал, сказал, что на вас ориентировались, когда первый раз. Я ему позвоню, тоже доложу. 12 числа давайте это. Нет, вы свои обязательства должны выполнять в любом случае. Брат Василий, спасибо. Коллективу тоже привет. Раис Татарстана оценил объемы строительства моста. Его протяженность почти 1,5 километра. Здесь начали проводить линии электроосвещения. Также Рустам Минниханов осмотрел автозаправочные станции. Многофункциональные зоны отдыха уже готовы. Новое направление трассы М7 возводят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Обход в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань, Екатеринбург, Тюмень. Сделаем. Основные элементы все готовы. Сегодня же Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства автодороги Алексеевская-Альметьевск в составе платной трассы Шали-Бавлы. Этот объект тоже должны сдать до конца года. Лена Зинатульна, Марат Хусаинов, ТНВ, Татарстан. В следующем году в республике по программе «Наш двор» благоустроят 675 территорий в 16 муниципалитетах. На это выделено 10 миллиардов рублей. Уже составлены списки, идет финальный этап согласования. Сейчас предстоит составить предварительные схемы благоустройства и до конца декабря провести встречи с жителями. Закупить оборудование и подготовить итоговые схемы нужно до конца марта. Сегодня на республиканском совещании Рустам Минниханов отметил, лимиты программы определены и важно качественно провести работы. Он подчеркнул, что благоустройство дворов важно завершить в летний сезон, чтобы люди уже летом почувствовали удобство и комфорт. Как отметила директор фонда Института развития городов Наиля Зинатульна, сейчас задерживается сдача документов по благоустройству этого года. Передачу исполнительной документации по дорожным работам уже завершили 25 районов, но в Бавлинском, Нурлатском, Сармановском и Тетюшском даже не приступали. В составе рабочей комиссии завершены выезды по приемке дворовых территорий. Принято 809 из 835 дворовых территорий текущего года. В срок до конца следующей недели устранение оставшихся замечаний будет полностью завершено. До середины следующей недели татарстанцев ждут очень теплые дни. Такой прогноз дал научный руководитель Российского гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, в ПФО ожидаются очень высокие температуры повсеместно. Завтра в республике будет ветрено с порывами до 22 метров в секунду. Местами возможен дождь и мокрый снег. Днем температура поднимется до плюс 6, ночью не упадет ниже 2. Небо чуть прояснится в понедельник.
Завтра в стране отмечается День матери. На республиканском совещании Рустам Минниханов отметил, этот праздник напоминает нам о роли матерей. Они хранительницы домашнего очага, традиционных ценностей. Раис призвал каждого в этот день окружить своих мам заботой и поблагодарить. Он поручил уделить особое внимание матерям участников СВО, многодетным и мамам, воспитывающим приемных детей. Органам государственной власти, местным самоуправлением следует уделить особое внимание матерям участников специальной военной операции, многодетным мамам, а также женщинам, которые стали матерями, детям-сиротам. Мама – это самый святой человек для каждого из нас. Иногда не хватает у нас времени, внимания к нашим родителям. У каждого есть возможность извиниться, выразить свою благодарность. В Казани многодетных мам чествовали в центре семьи. Пригласили большие семьи и в торжественной обстановке поздравили с наступающим праздником. Как мама 7 детей успевает заниматься благотворительностью, а мама 6 сыновей и дочек увлекла всех творчеством, узнала Арина Тыринова. Я очень люблю свою маму, она очень красивая, добрая, желаю ей счастья. Марьям Китаева – мама 7 детей, замужем 15 лет, психолог, создатель благотворительного проекта «Клумба мам», поддерживает женщин в декрете. Но на первом месте всегда дом и семья. Китаевы называют себя большой дружной командой. Мы как один большой коллектив, каждый друг за друга стеной, каждый друг другу поддержка и опора. Трудности, наверное, они бывают у всех, это не зависит от того, 1 ребенок или же 7. Поэтому самое главное – отношение к этим трудностям, самое главное – никогда не сдаваться, самое главное – двигаться, самое главное – развиваться, обучаться, и тогда все будет. Семья Варламовых отметила Бериловую свадьбу. Вместе 23 года. Марина Викторовна с мужем воспитывает 6 творческих детей. Старшая дочь занимается народным вокалом и танцами. Она выступила перед гостями. Сыновья мастерят игрушки из дерева и глины, занимаются в художественной школе. Раньше просто озвучивала, что день мамы, дети всегда старались какие-то поделки сделать. Но, наверное, батюшка сегодня сказал, что нужно, чтобы с каждым годом к этому празднику немножко менялось отношение. А само материнство, это в первую очередь, наверное, отдача себя детям. В зале церемонии ЗАГСа – мамы. Рядом дети и мужья. Каждая семья оставила подписи в книге почета. У нас становится модным, как говорят сейчас, быть многодетной семьей. То есть это очень радует, что сейчас все больше и больше семей рожают и 3-го, 4-го, 5-го. Это прям очень-очень радует. У нас сегодня было в этом большом зале всего 3 семьи, потому что было 20 детей, 3 семьи. Сейчас, наверное, в такое кризисное, может быть, экономически сложное время, безусловно, важно сохранение института семьи. И вот такой пример, который нам сегодня показали 3 семьи, он очень ценен для нас. Ксения Петрущенкова преподает в воскресной школе. Ее супруг Ярослав – иерей в Казанской епархии. Вместе они 15 лет, воспитывают 7 детей. Большая семья – это, конечно, каждодневный труд, постоянный и желание. То есть для начала должно быть желание, чтобы каждый день был наполнен трудами, заботами осознанными. Сейчас в Казани более 11 тысяч многодетных семей, которые воспитывают 35 тысяч детей. Для них мама – первое слово, забота, ласка и бесконечная любовь. Арина Тыринова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Мама – главное слово на свете. Его Гузель Фазылзянова за день слышит десятки раз, ведь она многодетная мама. Вместе с мужем Маратом они растят 5 детей, 2 сыновей и 3 дочерей. За достойное воспитание и вклад в сохранение традиционных ценностей Гузель удостоена медали «Анаданная» – материнская слава. В преддверии Дня мамы мы отправились к ним в гости, чтобы узнать, каково это быть родителями 5 детей и на чем или на ком держится семья. Репортаж Вероники Гайнудиновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас с Днем матери. Для Гузель Фазылзяновой День мамы – особенный праздник. Поздравления она слышит не 1, не 2, а целых 5 раз. От 5 детей. 2 сыновей-двойняшек Дамир и Фархат, дочери Дина, Зарина, Азалия. Это большое счастье, потому что тебя любит сразу 5 человек очень-очень сильно. И ты в ответ тоже даришь им любовь, заботу. Одно успеть очень сложно. Но когда мы вместе и делаем все дела дружно, то очень быстро все успеваем делать. Гузель и Марат вместе 19 лет. Их познакомили друзья. Это была любовь с первого взгляда. Она юрист, он пожарный. Оба из многодетных семей. Детки начали приходить в нашу семью. И радости было выше крыши.
Вот. Конечно, и отдачи труда мы много отдавали детям внимания. У нас были первенцы, двойняшки. Тяжеловато было, но мы, как сказать, справились. После двойняшек уже один там ребенок, второй ребенок, там уже все. Мы уже как закаленные были. Мальчики сейчас учатся в лицее Лобачевского, девочки в 183-й гимназии. Каждый развивается в своем направлении. Сыновья олимпиадники, Дина участвует в движении первых. Младшие сестры тоже идут по их пути. Всех объединяет музыка. Гузель самостоятельно обучила детей игре на фортепиано, поэтому часто устраивают музыкальные вечера. Выходные проводят на природе. Летом катаются на велосипедах, зимой на лыжах, а еще все вместе готовят. У нас семейная традиция готовить все вместе. Допустим, мама говорит: я хочу сегодня приготовить треугольники. И мы все встаем, кто-то мешает тесто, кто-то лепит, кто-то заворачивает треугольники. Мама для ребят – главная поддержка. Мама вот поехала со мной до Москвы, поддержала меня, сказала напутственные слова хорошие, то, что у тебя все получится, ты год готовился. У тебя есть все шансы. Очень хорошая, классная мама. Всегда поддержит везде. Всегда скажет домашку, когда я не знаю. Прекрасный человек, она трудящаяся, она умная, добрая, понимающаяся. Она, тут у нее тяжелый график, но она все пытается успеть. Она такая бодрая постоянно, такая заряженная энергией. За воспитание, любовь к детям, сохранение традиционных семейных ценностей Гузель Фазылтянова удостоена медали «Анадана» – материнская слава. В преддверии праздника Фазылтяновых поздравила министр труда и социальной защиты Эльмира Зарипова. Когда у женщины есть рядом такая серьезная, хорошая поддержка, и тогда и дети рождаются, и семья счастливая, и все благополучно. Поэтому в этот день я желаю всем мамам, чтобы в семье царил порядок, уют, добро, любовь. Любовь, поддержка и уважение – главные качества, на которых держится семья, считают Фазылтяновы. Дети – их главная ценность в жизни. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. С любовью к маме в эти дни пишут письма росгвардейцы, которые служат вдали от дома в специальном моторизованном полку Приволжского округа в Казани. Это всероссийская акция. Всем раздали бланки с символикой, выдали конверты. Почти полгода не виделись с родными, поэтому поздравления были особенно теплыми. Здесь считают, бумажное письмо, написанное с любовью, обладает особой ценностью. Его не заменить электронным сообщением со смартфона. В пятницу, 29 ноября, республика отметит День государственного флага. Как сегодня на совещании в Доме правительства отметил Рустам Минниханов, наряду с гербом и гимном флаг является официальным символом государственности Татарстана, подчеркивает самобытность и традиции многонационального народа. Раис отметил, важно воспитывать в юном поколении уважение к символам республики. Мы гордимся нашими символами, традициями, достояниями предков и должны передать любовь и уважение к родной земле подрастающему поколению. Правительству и парламенту республик, главам районов необходимо оказать содействие организации просветительских мероприятий и акций, посвященных празднованию Дня государственного флага Республики Татарстан. Рустам Минниханов сегодня встретился с Денисом Плотниковым, председателем арбитражного суда Поволжского округа. Обсудили вопросы, связанные с деятельностью арбитражных судов, в том числе в Татарстане. Неделю назад указом президента назначен новый председатель арбитражного суда республики. Им стал Виталий Гильмудзинов. Этот пост он будет занимать 6 лет. 23 делегата от Татарстана будут участвовать в съезде «Единой России» в Москве. Он пройдет 14 декабря. На нем партия подведет итоги года. Об этом сегодня объявили на региональной партконференции. Здесь же подвели итоги республиканского конкурса на лучшую работу депутатских объединений в городах и районах. В Татарстане у «Единой России» одно из самых крупных отделений в стране. 126 тысяч обладателей партийных билетов. Победители объявили в нескольких номинациях. Награды получили партийцы из Рыбной Слободы, Зеленодольска, Челнов, Алькеева. Республика активно работает, проводит много международных мероприятий, и ШОС, и БРИКС, и многие спортивные мероприятия. А политическая партия «Единая Россия», ее представители на местах обеспечивают многонациональной республике мир, согласие и созидание. Для нас это очень важно. Если будет возможность, мы на съезде тоже расскажем, как работает наша партийная организация, одна из самых
крупных в стране. Спецкурс по защите и обороне сегодня прошли школьники Высокогорского района. Всего за несколько часов они научились побеждать в бою, увидели стрелковое оружие и познакомились с лучшими курсантами Центра спецподготовки имени Героя России Валерия Асапова. Он погиб в 2017 году в Сирии при исполнении боевого задания. Специальный центр открыли на родине героя в Кировской области. Сейчас здесь обучают ребят от 5 до 18 лет. Многие потом выбирают военные профессии. Лучшие курсанты делятся опытом со школьниками. Под звуки выстрелов показательный рукопашный бой от курсантов клуба спецподготовки имени генерала-лейтенанта Валерия Асапова. За спиной винтовки, в карманах ножи и оружие. Все это часть показательного выступления. Очень ждали этого приезда, знали об этом. Все готовились, очень сильно понравилось. Мне очень понравилось это выступление, потому что это было необычно и очень интересно. Мы узнали, как это все происходило, какие были оружия, как это все делается. Сломать кирпич руками для Тимофея Ханжина легко. 5 лет он занимается в Центре спецподготовки. В свои 16 умело обращается со стрелковым оружием. За его плечами 13 прыжков с парашютом. В будущем планирует поступать в Рязанское воздушно-десантное училище. Мы занимаемся военной подготовкой, то есть там есть тактика, военная медицина, инженерная подготовка. И ВДП, воздушно-десантная подготовка тоже есть. То есть, что я получаю здесь, мне в будущем это поможет. Это я знаю. Сегодня Тимофей дает мастер-класс для школьников села Дубьязы. Его напарник Арина Куракина, ей 13. Хочет пойти по стопам мамы, работать в МВД. Я пришла в центр, и меня затянуло этим делом, мне понравилось. У нас профили не делятся на мальчиков и девочек, то есть у нас все работают вместе. В центре нас научили то, что нужно всегда помогать родине и оказывать ей любую помощь, которую мы можем оказать. От гранатомета Великой Отечественной войны до современной снайперской винтовки. Здесь более 120 экспонатов. Это личная коллекция Владимира Лукаянова. 11 лет он руководит Центром спецподготовки. Основная задача Центра – это профессиональная подготовка детей к службе вооруженным силам и войскам специального назначения. Сейчас будем проводить мастер-классы, учебно-тренировочные занятия. Здесь вы наблюдаете выставку легкого стрелкового вооружения. На мой взгляд, важность работы с молодежью сейчас стоит на первом плане, потому что это, наверное, основное, что мы должны делать, в первую очередь, во время воспитания молодежи, это вкладывать в них чувство патриотизма. Смысл в том, чтобы ребенок научился отличать хорошее от плохого, белое от черного. Школьники освоили приемы по защите и самообороне от инструкторов Центра. Арина Тыринова, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Осознал, переосмыслил, изменил свою жизнь и теперь помогает другим. Казанец в молодости оказался вовлеченным в международную террористическую организацию. Будучи задержанным, мужчина получил длительный срок и уже в колонии понял, что все, чего его учили так называемые наставники, было обманом. Теперь, выйдя на свободу, он помогает другим. Как понять деструктивную сущность радикальных религиозных организаций, в нашем интервью. Добрый день, Азат Дамирович. Знаю, у вас непростая судьба. Расскажите, пожалуйста, о переломных моментах в вашей жизни. Если из последнего, то, что я пересмотрел свои взгляды после того, как участвовал в одной организации длительное время, понял то, что не все так хорошо, как мне рассказывали. И понял то, что нужно быть более критичным, критически относиться к тому, что тебе говорят. А что это была за организация и как вы в ней оказались? Это организация Хизбут Тахрир, партия исламского освобождения. Она запрещена на территории Российской Федерации. Попал я в нее в 2003 году. Чем вам приходилось там заниматься? Мы занимались в первую очередь концентрированным обучением. Это основное было. И, естественно, распространением идей, идеологии. Вовлечением людей в эту группу. Я 3 раза сидел по статье «Экстремизм, терроризм», вовлечение в экстремистско-террористическую деятельность. В общей сложности 10 лет отсидел. А когда вы поняли, что происходит что-то неладное, и как вы переосмыслили свои взгляды? В 2017 году я задумался, начал задавать более глубокий вопрос, составил список этих вопросов, отправил своему ответственному, который был надо мной, чтобы он ответил на эти мне вопросы. И тот, посмотрев на эти вопросы, сказал, усмехнулся, ерунда это все. Меня это, очень глубоко задело.
И я начал еще дальше копать, я начал задавать вопросы другим, с теми, кто рядом, ну, то есть с теми, с кем нас осудили. С ними тоже обсуждали этот вопрос, тоже у них были сомнения. В итоге я понял, что деятельность этой организации здесь запрещена, но еще не отказался в целом от идеологии этой организации. Вот. И когда я понял что деятельность этой организации, ну, даже с точки зрения ислама здесь запрещена, и с точки зрения их же просвещения тоже запрещена, они относятся к тем, кто возбуждает вражду и ненависть, выводя одних мусульман из религии, считая их неверующими. Вот. С этой точки зрения это является деструктивным. Азат Дамирович, а чем вы сейчас занимаетесь? Сейчас в плане общественной деятельности я посещаю колонии, вот в частности ИК-2, вот, и общаюсь там с мусульманами на предмет того, чтобы не было крайних каких-то взглядов. Мы с ними в камере сидели, многие ребята услышали меня, были те, кто сразу отказался, были те, которые потом в колонии уже пересмотрели свои взгляды. Всегда нужно думать, к чему приведут последствия, посмотреть на историю в целом, к чему приводили эти последствия, эти поступки. Азат Дамирович, большое спасибо за беседу. Да, спасибо тоже. Сегодня в Казани прошел финал первенства Татарстана по волейболу среди юных спортсменов. За игрой наблюдал Фарид Мухамедшин. Он поздравил победителей с победой и отметил, популярность волейбола ежегодно растет. Здесь же, в Центре волейбола, состоялось заседание Президиума Федерации. Глава парламента подчеркнул, нужно уделить особое внимание подготовке спортсменов для сборных команд и к соревнованиям. Призвал более внимательно подойти к качеству обучения в спортивных школах и квалификации тренеров. Фарид Мухамедшин отметил, детско-юношеский волейбол требует особого внимания. Обсудили ряд важных, текущих и перспективных вопросов. Понятно, что мы отметили и поблагодарили всех, кто достиг таких высоких результатов. Команды наши и «Динамо», и «Зенит», и школьная волейбольная лига. По всем направлениям идет активное развитие. Но я думаю, что задачи впереди на будущий год, которые мы сегодня обсуждали, они потребуют вмешательства Министерства спорта Республики Татарстан. В Казани огласили имена лучших спортсменов и тренеров года на церемонии вручения национальной премии в мире единоборств «Золотой пояс Алтын Бильбао». Статуэтку, диплом и денежный сертификат получили победители в 5 номинациях. Лучшим спортсменом года стал уроженец Зеленодольска, победитель первенства Европы Кирилл Кириллов. Он завоевал золото и серебро на международном турнире в Гонконге. Лучшей спортсменкой стала 19-летняя Каролина Шарафиева из Казани. Она 4-кратный победитель первенства России. Лучшим бойцом года признали Данила Селезнева из Нижнекамска, лучший тренер Владислав Толкышевский. Награду они получили из рук Героя России Расима Баксикова. Это смысл жизни уже стал. Я тренируюсь, я уделяю этому время и вообще я люблю свой вид спорта. Я ощущаю честь своей республики, своей страны. Конечно, для меня это самое важное. Долго шел к награде этой, то есть уже был как-то номинирован. Ну вот карты все сложились удачно, хорошие соревнования, хороший результат. Собственно, вот и результат. Когда первый раз мы проводили первую церемонию, нас так и назвали «Спортивный Оскар». Мы дорожим этим названием, и нам очень приятно. Награждаемый только один раз в жизни может получить эту награду. То есть повторения нет никакого. Для них это считается самой высшей наградой. Благодарственными письмами наградили ветеранов СВО и организаторов гуманитарных миссий на передовую. Свои награды получили десятки неравнодушных волонтеров. В их числе Казанская организация морских пехотинцев, Сообщество ветеранов «Боевое братство», заслуженный артист республики Фердус Тимаев и другие. В республике боевыми единоборствами профессионально занимаются более 20 тысяч спортсменов. Многие из них сейчас участвуют в спецоперации. Здесь и спортсмены, участники СВО. Боевые искусства – это вообще дисциплинирование духа, дисциплинирование разума. И человек, который прошел через боевую подготовку, более стабилен эмоционально. Мы на этой сцене будем сегодня в любом случае чествовать и тех, кто помогает нашим бойцам, нашим мирным жителям в зоне специальной военной операции. Все наши федерации без исключения принимают участие в сборе и отправке гуманитарных грузов, гуманитарных миссий. И их тоже мы сегодня обязательно отметим и скажем про них добрые, теплые слова.
Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте электронной газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бодрудинов. В ближайшие сутки в Татарстане температурный фон днем останется высоким, ночью перейдет в минус. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в ноябре при заказе кухонного гарнитура «Мойка», при заказе шкафа «Брючница» в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Зеленодольске и Балтаси облачно, без осадков. Днем температура 3-4 градуса тепла, ночью 1-3 градуса мороза. В Буинске, Камском устье и Дрожжаном тоже пасмурно и без осадков. Днем плюс 2-4, ночью минус 1-2 градуса. В Чистополе, Черемшане и Новошишминске переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем 3-4 тепла, ночью от 0 до 3 мороза. В Набережных Челнах, Актаныше и Менделеевске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 4-5 градусов выше нуля, ночью от 1 до 2 градусов ниже нуля. В Альметьевске, Азнакаево и Лениногорске переменная облачность, без осадков. Температура днем от 2 до 4 градусов тепла, ночью 2 градуса мороза. В туристических городах республики похожая картина. В Свияжске 5 градусов тепла днем и минус 1 градус ночью. Будет облачно, без осадков. В Болгаре облачно, осадков не ожидается. Температура плюс 4 градуса днем и минус 2 градуса ночью. В Елабуге облачно, без осадков. Днем 5 градусов выше нуля, ночью 2 градуса ниже нуля. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани будет облачно, без осадков. Температура днем плюс 4, ночью около 0 градусов. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Ветер южный более 6 метров в секунду. Влажность воздуха 61%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Удачных вам выходных. Всего доброго. Күндеріңіз оңышлы болсын.